панто, лозунги, плакаты, расчерняют человека труда, коммунистическую партию, ленинский комсомол. У монумента славы занял почетную границу. В 10 часов утра праздничная демонстрация началась. Своеобразным прологом весну праздничному шествию трудящихся являются портреты Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина. В трибуне направляются колонны ветеранов партии труда, знатных людей города. У многих на груди сидят ордена и медали, награды за самоотверженный труд, признание трудовой доблести, творение жизни ленинских заветов. Медленно проезжают на мотоциклах девушки в национальных костюмах народа Советского Союза. Они олицетворяют 15 союзов республик, объединившихся в могучем социалистическом государстве. Мы, советские люди, гордимся своей замечательной родиной, первой в мире страной, открывшей народом путь к социализму и коммунизму. Вот уже более полувека идет она во главе цивилизованного человечества. На площадь вышли школьники. Партия и правительство для них делают все, чтобы наша юная сцена росла жизнерадостной и любознательной. Ведь это им надлежит принять эстафету больших дел своих братьев, отцов и дедов. Это они должны продолжать покорять недра, строить города, прокладывать новые пути в вселенную. В ресторанах и своих сердцах несут они слова горячей благодарности коммунистической партии за счастливое сердце. И сердце, и делами с Лениным. Ленин с нами всегда и во всем. Имя Ленина гордо несет. Эти, идущие в душу, торжественно шагают по площади представители трудовых резервов, будущих историй, строителей, торговой и медицинской работы. Воспитанники профессионально-технических училищ демонстрируют свою готовность умножить ударным трудом богатство нашей Родины. Счастливые и гордые идут сегодня советские люди по улицам города. Ведь нынешний Первомай особенный. Он отличается в обстановке всенародной подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В первомайских колоннах сегодня почетные места занимают коллективы ударных предприятий,
всегда успешно выполняющих государственные задания. Идут трудные шахты 1-2 имени Горького, давшие Родине 11 тысяч тонн угля сверхплана, выполнить тем самым досрочные свои годовые обязательства. Немало пришлось потрудиться шахтерам шахты 14 имени Сормона, чтобы выполнить задание по реализации топлива. Они реализовали Родину сверхплана 3978 тонн угля. В этом большая услуга перед людьми трудовиков Кассик, Пилинина, Петрушковой, Чеботареву, Походскому, Илькову, Адамович, Долгачеву, Машко и многим другим. Бригада Анатолия Ковальчука, шахтоуправления 66-63, добилась ритмичной работы, довела нагрузку на комплекс КМ-87Д до 1000 тонн угля в сутки. И вполне заслуженно продолжить рапортует о достигнутом успехе. В этот радостный весенний праздник хочется сказать словами рабочего поэта Ивана Крикута. Сегодня день свидания. Сегодня Первомай, отчизна наша, страстно наш рапорт принимай, и все задания партии народному суплечу, поем мы славу родную одному Ильичу. Полнами разноцветными идет народ труда, он познает вселенную и строит города, нам светит солнце ясное из голубой дали, где космонавты Родины водили корабли. Идем на площадь Ленина, и праздник Первомай, и песня славим Родину, наш Донецкий край. Демонстрацию наших спортсменов. Они установили немало рекордов. Спорт стал заводным помощником советских людей в труде. И хочется верить, что еще не раз порадует земляков достижениями и гимнастики, и атлетики, и что действительно. Закончилась демонстрация выступлением